На завершившемся в Казани международном турнире по самбо Кубок президента Республики Татарстан воспитанницы Республиканской Федерации завоевали 1 золотую и 2 бронзовые награды. За схватками на ковре комплекса единоборств «Акбарс» наблюдал наш спортивный корреспондент Вячеслав Ильин. Третий розыгрыш почетного трофея собрал в Казанском дворце единоборств «Акбарс» команды 20 стран из Европы и Азии. Участникам предстояло определить сильнейших в 27 категориях в 3 видах программы: спортивное самбо мужчины и женщины и боевое самбо. Кубок президента Республики Татарстан по самбо – это не только спортивный трофей, он за моей спиной, но и для спортсменов возможность поправить свое финансовое положение. Призовой фонд нынешних соревнований составил 3 миллиона рублей. У женщин в категории до 52 килограммов места на пьедестале почета оспаривали 2 воспитанницы профильной республиканской федерации. Мастера спорта страны Вера Лоткова и Наталья Степанова. Традиционно на турнирах международной категории представительниц одной страны, выступающих в одном весе, разводят по подгруппам. Но на нынешних стартах организаторы приготовили сюрприз хозяйкам ковра. Мы в одну подгруппу засунули всех иностранцев, а в другую подгруппу только россиян, чтобы сильнейшие из других стран сразились именно с россиянами, а не так, чтобы в призах были только одни россияне. С этой целью. Ну и поэтому выигрывает сильнейший. Поэтому даже если 2 из нашего клуба приехали сюда бороться, ну, кто сильнее, тот и будет продолжать бороться за выход в финал, и в финале, возможно, будет бороться. Встреча одноклубниц, а обе наши девушки занимаются в группе заслуженного тренера Чувашии Сергея Пегасова, пришлась на полуфинал турнира. По регалиям преимущество было на стороне Веры Лотковой, она в красной куртке. В этом сезоне студентка Чувашского педуниверситета пополнила свой актив титулом чемпионки и обладательницы Кубка Европы. Ее визави могла противопоставить преимущество в возрасте. Однако этого оказалось недостаточно. Сценарий встречи писался под диктовку спортсменки в красной куртке, которой на 3-й минуте удалось провести болевой прием на руку своей подруге-сопернице. Вера более подготовлена к этому, и она в финал выйдет, и больше шанс того, что она выиграет, чем я. Я больше гоняю вес, Вера быстрее восстанавливается. В борьбе за золото и призовой бонус в 50 тысяч рублей Вере Лотковой предстояло сразиться с минчанкой Мариной Жарской. Но 36-летняя самбистка снялась с соревнований по справке врача. Был поставлен вопрос о моем вообще выходе на ковер, даже предварительной части. Поэтому, соответственно, когда я вышла в финал, и, как говорится, овчинка выделки не стоит, на носу чемпионат мира, и это далеко важнее, чем чемпионка президентского турнира. Поэтому Вера замечательная девушка, мы с ней не раз встречались, поэтому сегодня она чемпионка. Ну, а потеря в 20 тысяч рублей, это не такая уж большая, дороже будет. Так что Вера в одиночку стояла на ковре при оглашении победительницы в весе до 52 килограммов. Пришла в борьбу, чтобы бороться, а не вот так вот просто выходить, и чтобы мне руку поднимали. Я же от этого кайф получаю, когда выхожу на ковер и борюсь со своими сильными соперницами. Реванш придется перенести уже на следующий год. Ну а бронзовую медаль в категории до 72 килограммов в актив Республиканской Федерации перенесла Регина Миндубаева. Вячеслав Ильин, Вести Чувашия.